Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто за вами будет бегать хвостиком? Давайте посмотрим, кто этот мужчина, вообще, когда он появится и кто он такой, что ему нужно от вас будет. Загадайте просто на себя. Ни о ком не думайте, песочек все увидит и расскажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ого! Так, а такого я не ожидала, если честно. Во-первых, мне показывают очень сильную женщину. Женщина-амазонка. Женщина гордая, независимая. Женщина, которая знает себе цену. Женщина, у которой все мысли про восьмерку. Ну, работа, скорее всего, учеба, работа, какие-то задачи, да, у вас есть. И мужчинам вы не склонны верить. Вы больше склонны верить в себя, в свои собственные способности, руки, в свое будущее. Ну, буквально строите свою жизнь. На мужчин вы не оглядываетесь, мужчинам не верите. В мужчинах даже, возможно, как разочаровались уже, да? У кого-то из девушек, кто пришел на эту отсыпку, мужчина есть. Есть в виде какого-то как довеска, да? Извините за грубость, но вы явно с ним не ощущаете себя удовлетворенной, комфортно не ощущаете. Да? Мужчина, который буквально как пиявка присосался. И пока есть. Да? Но, возможно, у вас в планах его как-то выдворить из своей жизни, потому что ни толку, ни смысла, одно разочарование, одни проблемы создает, и портит вам настроение. Вот. У кого-то уже давно нет мужчин, и вы не то чтобы об этом переживаете, вы такая, и не надо, да, а бы с кем я не буду. А нормальных типа нет, они закончились, да, как там говорят, что хороших этих собак, псов, да, щенками разбирают. Вот. То, что было в вашем прошлом, вы сами знаете, что было, да. Вы уже не такая наивная, вы уже не такая податливая. И многие из девушек просто закрыли свое сердце раз и навсегда, не желая мириться, да, с тем, что мужчины ничего не дают, только лишь топчут и забирают. Вот. Девушка, которая просто так себе никого не подпустит. Ни красивого, ни умного, ни богатого. То есть вас ничем не проймешь, ничем не подкупишь. Вот. Надеешься на себя, работаешь для себя, для детей, когда у кого-то дети есть, и дети сейчас как смысл вашей жизни. И также вижу, что у вас какая-то мечта есть. Мечта достаточно серьезная, денег много на нее надо. Но я так скажу, вы свою мечту точно исполните, и вы тоже это знаете. Вы сердцем чувствуете, что вы точно исполните свою мечту. Вот что-то мне идет как с покупкой чего-то дорогого, да, очень похоже на дом, либо квартиру, либо, может, еще что-то, да, будет. Вот точно будет, я вам серьезно говорю. Если вы мечтаете более глобально, да, допустим, какую-то карьеру сделать, обучение пройти, выйти на какой-то рынок, да, международный, например, рынок, то будет даже больше того, что вы мечтаете. Не сразу, в моменте, но со временем. Вы сильная натура, вы всего добьетесь. А еще я вижу, что у вас есть какие-то способности, о которых вы, скорее всего, не знаете и даже не догадываетесь. Нет, вы многое про себя знаете. Вы человек, который в себе разбирается. Вы сами себе хороший друг, психолог, да, вы умеете анализировать, вы умеете извлекать опыт из прошлых событий. Такая интеллектуально развитая девушка и действительно очень мудрый человек. Но есть некий талант, либо некая способность, о которой вы ни сном, ни духом.
Вот. И это что-то, что ну, вот показано в глубине вас находится. И это находится именно в голове. Не в душе, не в сердце, да, а именно в голове находится эта способность. И эта способность, она очень редкая, она очень уникальная. Вот она у вас есть. У других ее нет, а у вас есть. Мужчина, который будет бегать за вами. Ну, во-первых, он не будет бегать в том понимании, как это произносится, да. Я не вижу, что он там прям за вами ходит тенью, спит у вас на коврике, там забрасывает вас смс-ками, либо встречает вас после работы. Такого я не вижу. Я вижу другое. Я вижу, что вот умная женщина встретит не менее умного мужчину. Мужчина, который вот он с людьми умеет работать, он, как и вы, в людях умеет разбираться, но он это делает на каком-то профессиональном уровне. Если у вас уровень как любитель, да, то у него профессионал уровень. И этот мужчина, так же, как и вы, видит людей насквозь. Мужчине достаточно просто посмотреть на этого человека, даже говорить не надо, и он уже такой, ага, вот это такой психотип, это такой человек, это то, это сё. Надо то, надо это, такой-то подход. У мужчин такая способность, это редкая способность. Это разве что мужчина, ну, не знаю, родился экстрасенсом. Либо мужчина свою жизнь посвятил, там, не знаю, науке, психологии, допустим, да, вот как бы кто. Психологи хорошо разбираются, психиатры еще хорошо разбираются. То есть человек профессионал в том, чтобы давать людям оценку, да. То есть, может, он какой-то ментор, да, какой-то коуч еще может быть. Хотя коуч это так более слабенько выглядит, но тем не менее необычный человек. Вот он стоит, серьезно так стоит на ногах. У него необычная такая фигура, то ли худоватый, высокий и худой, то ли он, ну, скажем так, наоборот, какого-то невысокого роста. И, например, там ноги сильно длинные, да, либо руки сильно длинные. Ну, я не могу сказать, что он прям супер красавец, но над его головой руна Ера. Ера — это у нас что? Результат, урожай, да, холод и тепло. Очень необычный человек, прям очень, более чем необычный. И судя по тому, что я про него вижу, скорее всего, он воздушный, да, воздушный знак. Ну, потому что очень слишком интеллектуально развит. Он умеет сдерживать свое эго, когда это надо. Он умеет создавать атмосферу, он умеет там, разговор пустить именно в то русло, в которое нужно ему. При этом он никогда, ну вот как, не выходит из себя, либо он не пользуется там, физической силой. Да? У него самое сильное место — это его голова, его ментал. Вот как у вас, так и у него получается. Да? Человек, с которым вас ну, конкретно случай сведет. Случай, ну, может быть, вы куда-то пойдете, может, вы с подругой пойдете, может, вы там с кем-то из родственников там, в больницу пойдете и познакомитесь. Либо вы пойдете на концерт, познакомитесь, либо вы в гостях где-то окажетесь, познакомитесь. Какой-то прям очень необычный человек. Вам очень будет интересен этот человек, потому что это человек буквально, да, если он не хочет, его никто не видит. Просто не замечает. Он так умеет себя вести, что либо он становится центром Вселенной, либо он становится таким вот маленьким, незаметным, и его никто не видит. Ну, какие-то профессиональные навыки. Может, он, кстати, разведчик, да? Вот, кстати, да, разведчик, может быть, там, военный разведчик, либо он эти службы, да, как они называются, вот эти вот не разведки, а секретные эти службы. Кстати, да, вполне себе может быть. Умеет, у него есть навыки профессиональные, читать людей, манипулировать людьми, управлять людьми, быть либо видимым, либо невидимым. Там у него 1000 навыков, 1000 каких-то своих наработок, секретиков. Ну, очень крутой мужчина на самом деле. Вот я сейчас смотрю на него и думаю, господи, ну какой-то маг, прям волшебник, менталист. Какая-то уникальная личность, и, если честно, с этим знаком Ера вам точно повезет, что вы его встретили. И вот вижу, что этот мужчина увидит вас раньше, чем вы его увидите. И этот мужчина даже вот как-то походит, я не знаю, кругами, либо поприсматривается, поизучает вас. И вот, знаете, что-то идет как родное.
да, вот какая-то родная энергия. Может быть, он узнает, признает свою, да, такую же, как и он. Может, вы оба экстрасенсы, да, только он уже развил свои таланты, а вы еще как бы на пути к этому. Вы даже не знаете, что вы экстрасенс. Может быть, вот у него эти способности, которые он наработал на службе, либо по призванию, а у вас эти тоже способности есть, но только вы их еще не раскрыли. В общем, он почувствует что-то родное и сделает все, чтобы с вами познакомиться. Причем познакомиться как-то, знаете, прям совсем случайно. Для вас это прям случайность будет, случайная случайность. И у вас еще такие мысли будут, что а вдруг бы я не пошла, да, либо а вдруг бы то, вдруг бы все. Нет, на самом деле, я так понимаю, что все равно бы вы познакомились. Здесь именно с одной стороны судьба, а с другой стороны этот мужчина, который очень наблюдательный, он там прям людей изучает, он все видит. Так должно было быть, и так случилось. Так, как он представится? А он так скромно представится, как будто бы он вообще случайный какой-то человек, там ничего из себя не представляющий. Но вы ему почему-то не поверите. Наоборот, вот его голос, умение говорить, буквально для вас как целый какой-то отдельный мир. Вы скажете, нет, ты точно необычный, ты точно не случайный, ты очень интересный. И как-то еще он себя будет вести нетипично, да, не так, как ведут себя другие мужчины. То есть, понятно, что некоторые мужчины пытаются произвести впечатление, они там начинают хвастаться, там, нахваливать себя, рассказывать про себя какие-то там чудотворные вещи. А бывают мужчины, которые вообще скучающие, ничего не важно, неинтересно, они такие типа все пофиг, да. А бывают мужчины, которые просто хорошо воспитанные, да, а этот прям совсем будет себя вести по-другому. И вы такая, стоп, что-то я не понимаю, кто он такой, почему он так себя ведет. Ощущение, что он очень необычный, а какой непонятно, да, вот непонятно. И, возможно, вы ему так и скажете, что вы какой-то странный персонаж, такое впечатление, что вы на себя там что-то навеяли. Он, конечно, посмеется, и еще больше вас за свою признает, да, потому что вы единственное почувствовали, кто он такой. Другие люди никогда не чувствуют. Наоборот, возможно, он их, я не знаю, там гипнотизирует, либо он им навеивает, да, внушает что-то. И они такие, типа, обычный мужчина. Они даже и не помнят его. А вы нет, на вас невозможно навеять, либо невозможно вам внушить. Вот. Вижу, что вы начнете с ним общаться, вам будет очень интересно. Вот он вас заинтересует. Знаете, как вот этот крючок он забросит, и вы на этот крючок попадете. Но я бы не стала так утрировать. Просто я вижу, что мужчина загадка, а вы женщина опытная, вы других мужчин как семечки щелкаете, да, сразу понимаете, кто перед вами. А этот какой-то вот загадочный, да, как этот инопланетянин попался. И вот у вас интерес к нему, кто он такой, и у него к вам интерес. Но у него интерес такой, что вот женщина, он сразу даст вам оценку, что вы сильная, крутая, независимая, и что вы ранены. Вот даст вам такую оценку, что у вас действительно очень серьезные глубокие раны, оставленные его же полом, да, другими мужчинами. И понятно, что он имеет свои знания, он не будет идти напором, нахрапом, не станет вас сразу там приглашать на свидание, там, тянуть в постель, ухаживать за вами там как-то дерзко, ярко. Он этого не будет делать, потому что он прекрасно понимает, что он нарвется на грубый ответ и будет послан жестоко, далеко и надолго. Поэтому мужчина придумает какую-то другую интересную историю, которая и вас будет интересовать, и ему будет давать возможность с вами общаться. По мере этого общения этот мужчина буквально будет втискиваться, не знаю, как правильно сказать, да, вливаться, втискиваться в каждую сферу вашей жизни. Окажется, что у этого мужчины очень много знаний, очень много знакомых, очень много контактов, очень много опыта, да, и вот в любой вашей сфере, либо в любой вашей проблеме этот мужчина может разобраться и помочь. И для вас это прям как колодец, да, волшебный колодец с ресурсами, а для него, опять же, дополнительная возможность с вами потихонечку, технично сближаться. Вот. И это не быстро будет все, да, не быстро, не там за один день, не за одну неделю, не за один месяц. Но наступит такой момент, когда вы
с ужасом, либо с удовольствием осознаете, что этот мужчина буквально как ваша правая рука. Да? Правая рука, правая нога. То есть вы настолько уже к нему привязались, настолько он в курсе ваших дел, настолько он вот не словом, но делом доказал, что он человек, которому и можно, и нужно доверять, без которого, ну, прям тяжело, да. И вы такая, ничего себе, а как он это сделал, да? А что за магия это такая? Вроде как бы ничего мне не обещал, в любви не клялся, за мной не бегал, но при этом проник, просочился в мою жизнь, да? Буквально врос в мою жизнь, и ну, теперь без него там тяжело представить свое будущее. И да, это игра в долгую со стороны мужчины, а вы в этой игре, как, знаете, все-таки опытная, но наивная девочка. Вот как-то так мне идете, не обижайтесь. Это не со зла я говорю, я просто говорю, что по-другому вы бы его к себе не подпустили. То есть он умный, он разбирается в людях, он понимает, как надо, и его тактика, она 100% сработает. При любой другой тактике вы бы просто закрылись, послали и перестали бы общаться. Да? Ну, вы такая, вы не будете цацкаться, вы резкая, и вы не будете, там, не знаю, стесняться послать человека подальше. Там, особенно если человек прям сильно настаивает, либо там, сильно напрашивается на то, чтобы его послали. Вот он это тоже про вас поймет. И также вижу, что этот мужчина очень мастерски будет скрывать свои чувства. Вот он вам все время будет говорить, что там, ты похожа на мою родственницу, либо ты мне напоминаешь кого-то, там какую-то родственницу, мне идет, может, маму, может, бабушку, может, тетушку. Нет, не дочь, не жену, а вот именно какую-то родную женщину. Да? Это тоже, кстати, его маневр. Ну, может быть, отчасти это и правда, но тоже его маневр, я вижу. И буквально вот как убаюкивает вас, да, такое сближение, очень мощное, но очень аккуратное. И вот эти чувства, которые у него к вам возникнут, он их настолько будет прятать, что вам никогда и в голову не придет, что у него к вам есть чувства. Вы просто будете думать, что да, скорее всего, я кого-то ему напоминаю, поэтому он ко мне добр, поэтому он мне помогает, тем более у него есть возможности, да. Вот как-то так вы будете думать. Вот. Но мужчина, понятное дело, к вам чувства, но он себя умеет держать в руках, он умеет держать лицо, он умеет закрыть свое сердце. Он будет наслаждаться вашим обществом, он будет наслаждаться отчасти и собой, когда будет помогать вам в каких-то ваших там вопросах, проблемах, делах. И буквально в один прекрасный день вы поймете, что вы без него уже не можете, что он вам дорог, что он вам близок, что он уже стал частью вашей жизни. И тогда мужчина скажет: все, выходи за меня замуж, я тебя люблю давно. Я ждал этого момента, пока ты ко мне так привыкнешь, да, пока ты начнешь мне доверять. И вот как-то, знаете, вот настолько это все страшно, если посмотреть с одной стороны, но и настолько это волшебно, если посмотреть с другой стороны, что вы даже не расстроитесь, вы наоборот как-то вот восхититесь тем, насколько вот он умный, насколько он техничный и как он смог это все провернуть. Вот, что касается вашего таланта. Этот мужчина вам поможет раскрыть вашу способность, либо ваш талант. И он это будет делать не через какие-то уроки, не через какие-то там глубокие углубленные знания, а через провокацию. То есть, когда вы будете дружески общаться, он все время вас будет на что-то провоцировать, либо к чему-то подводить, да, к тому, что может стать триггером и может раскрыть ваши способности. Благодаря этому мужчине вы проживете свои травмы, особенно любовные травмы, да, личные травмы. Вы их полностью проживете, вы их полностью проработаете, вы их закроете, вы от них избавитесь. И плюс раскроете свои какие-то уникальные способности, которые у вас в области головы находятся. Мозг, голова. Может, это шишковидная, это железа, да, третий глаз, так называемый. Может, это еще что-то. Может, у вас там абсолютно гениальный слух, да. Ну, что-то есть, понимаете, вы все разные. И вот он вам в этом всем поможет. Он такой, знаете, серый кардинал, да, который типа я такой скромный, я просто друг, ты просто мне там близка. Но на самом деле он как подведет вас ко всему тому хорошему, что произойдет в вашей жизни. Начиная от раскрытия ваших способностей, заканчивая
решением всех ваших вот этих травм, да, проживанием, избавлением от всех этих травм. Ну и плюс как бы бонусом он сам вам достанется. Спокойный, умеющий себя держать, умеющий себя контролировать, умеющий держать всю ситуацию, разных людей умеющий держать под контролем, так что люди даже не догадываются, что они у него под контролем. Не знаю, доктор, психолог, психиатр, разведчик, шпион, не знаю, какой-нибудь там секретная служба, да, которые не просто там бегают где-то, кого-то убирают, либо зачищают, а те, которые интеллектуально работают. Вот мне именно это идет. Именно такой профессии человек. Ну, некий гениальный человек, не побоюсь этого сказать, и считайте, что да, вот вам судьба помогла с ним встретиться. А у кого-то так отыграется, что всю жизнь вы шли именно к этой встрече, так же, как и он всю жизнь шел к вашей встрече. По поводу его личной жизни ничего не скажу. По поводу семьи тоже ничего не скажу, потому что здесь просто не показано. А если не показано, то и знать вам про это, наверное, и не надо. А может, у него какая-то драма, да, с этим связана. И ну, скажем так, когда он будет готов, либо сможет, он вам сам расскажет. Но я вижу, что он один. Ну вот один и все. Человек, который всецело занят работой, поглощен своей работой, может, он еще какую-то научную деятельность ведет, вполне себе может быть, а может, он обучает других людей, да, если он там в разведке работает, либо где-то. Ну, прям серьезный человек, очень даже серьезный человек. И честно вам скажу, не ваши внешние данные его привлекут, а именно ваши способности, ваш характер, ваше умение держаться, ну и то, что вы, скажем так, не сильно податливы на его эти все внушения, на то, что он, например, практикует на других людях. Что он практикует, вы потом сами поймете. Вы не очень на это откликаетесь. Я бы даже сказала, не откликаетесь больше, чем откликаетесь. И ему это тоже будет интересно. Он скажет, он какая странная, он какая загадочная. Почему тебя мое внушение не берет? Да, вот это вот первый интерес, который у вас пойдет. А вы действительно странная, в хорошем смысле слова. У вас какой-то вот талант, способность есть, которую этот мужчина у вас точно раскроет. Бегать, как в прямом понимании, он не будет, но он сделает все, чтобы полностью проникнуть в вашу жизнь и стать вот незаменимым. Я же говорю, правая рука. Все, он будет ваша правая рука. Ну, а потом он уже станет вашим мужем, вашим спутником жизни. Дай Бог, да, чтобы вы были счастливы. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.